Я хотел бы выступить, насколько эффективным было время президентства Атамбаева за его 6-летний срок, и, что еще важнее, ответить на вопрос того, какие системные негативные тенденции были запущены в период с 2011 по 2017 годы, которые нанесли урон устойчивости и безопасности государства в самых различных аспектах. Атамбаев и его окружение выстроили неформальный механизм управления государством, который заменил установленный законом формат формирования и принятия государственных решений. При этом в вопросах госуправления лица из окружения Атамбаева выходили за рамки своей функциональной компетенции, а также образовывали сообщество лиц, объединенных по принципу личной лояльности. Первое. Вследствие умышленного накопления внешнего долга, в том числе для коррупционных целей, снизился уровень независимости и безопасности страны. Нарушена целостность правовой системы государства, произошел отказ от суверенного иммунитета государства. Какие у нас есть объективные факты по внешнему долгу? В 2011 и 2017 годы было получено внешних кредитов на сумму более 4 миллиардов долларов США. То есть за 6 лет было получено внешних кредитов 1,5–2 раза больше, чем за предыдущие 20 лет. Кыргызстан стал массово соглашаться на глобальные условия. Кыргызстан заявил отказ от юрисдикционного иммунитета суверенного государства и прямо заложил основу для международных арбитражных разбирательств против страны. Более того, если рассматривать именно китайские кредиты, то мы имеем следующие цифры. За 6 лет президентства Атамбаев получил 2 миллиарда 450 миллионов долларов под его руководством наша страна. И как следствие мы видим, что это почти 13 раз больше кредитов, чем за все предыдущие 20 лет. Более того, допущены глобальные условия получения внешних займов, что наносит урон финансовой безопасности государства и перекладывает давление всех рисков на следующее поколение. Второе. Негативный эффект от указанных проблем и моментов имеет долгосрочный эффект и создает системные барьеры к развитию экономики и финансовой системы государства на десятилетия вперед. Опять же, давайте опираться на объективные факты. Начиная с 2019 года будет наблюдаться устойчивый рост бремени обслуживания внешнего долга. То есть страна тратить будет все деньги и большие ресурсы, чтобы платить по долгам, а не развиваться. Пиковое значение выплат по внешним долгам в период с 2021 года по 2031 год будут составлять астрономические суммы в коридоре от 250 до 350 миллионов долларов США. Почти 2/3 из этих выплат приходится на кредиты, полученные в период президентства Атамбаева. На слайде показано это зеленым. И как следствие можно говорить о том, что в течение следующих 15 лет страна будет направлять свои ресурсы на обслуживание только долговых обязательств. Третье. Дискредитированные инфраструктурные инициативы и проекты из-за коррупции, неэффективного управления и планирования. Самые крупные вливания за счет накопления внешнего долга прошли в сфере энергетики. Но по проектам модернизации ТЭЦ и Датка-Кемин можно ставить справедливые вопросы не только по коррупции, но и вопросы по эффективности и экономической обоснованности данных проектов. По Датка-Кемин специалисты озвучивают следующие позиции. Необходимость проекта искусственно раздута, так как сейчас эта линия передачи электроэнергии не работает в полную силу. Отмечается, что эти кредиты было бы намного эффективнее направить на развитие мощностей, чтобы получать прибыль. Проблема транзита энергии была искусственно гиперболизирована именно действиями Атамбаева, которые создали сложности во взаимоотношениях с странами-участниками единого энергокольца. Проект Датка-Кемин и ТЭЦ Бишкек не приносят прибыли, выглядят экономически убыточными и неоправданными проектами, кредиты по которым придется покрывать не за счет сгенерированной прибыли, а за счет народа. По инфраструктурному проекту «Север-Юг» озвучиваются позиции, что данный проект является неэффективным, неоправданным по многим причинам, что было обосновано еще и в советское время. Стоимость эксплуатационных расходов этой дороги вследствие особых погодных условий будет превышать совокупную стоимость обслуживания всех дорог Кыргызстана. В ситуации отсутствия возможности содержать в должном образе существующую дорогу Ош-Бишкек кажется еще более странным намерение строительства совершенно новой автомобильной дороги, а не железной дороги, за счет внешнего кредита, что поднимает вопросы о его эффективности самого проекта и возможной коррупционной составляющей. Четвертое.
образовавшийся кризис сферы недропользования, горнодобывающей сферы и энергетики, что прямо сужает экономические возможности развития. В сфере горнодобывающей промышленности начался полный беспорядок, массовая коррупция, и мы слышали даже на площадках Совета Безопасности Республики о том, что некоторые личности владели десятками, а именно более 46 лицензиями на золото в лице одного человека. Именно в период президента Атамбаева был продан Джируй. Были выданы и отозваны лицензии в сферах недропользования, которые создали арбитражные процессы. На слайде вы видите, что за период президентства были путем прямых переговоров выданы лицензии 3150 а на аукцион и конкурс выставлено всего 66 месторождений. По Джирую можно отметить следующее. Мы видим, что часто как большое достижение представляется выкуп права разработки месторождения за $100 миллионов США. Но если посмотреть условия совместной будущей эксплуатации, то условия по проекту Джируй являются еще более кабальными, невыгодными, чем даже условия по месторождению Кумтор. В частности, по проекту Кумтор мы знаем, что более 58% всех доходов уходят на эксплуатационные расходы, а затем происходит распределение оставшихся 42%, когда к Центерии уходит примерно 28%, а Кыргызстану остается 14%. То есть общее распределение прибыли соответствует формуле 1 к 2, или когда 1/3 чистой прибыли проекта остается в кыргызской стороне. Если же посмотреть на прогнозы проекта Джируй, то видно, что чистый доход компании составит $3 миллиарда, чистая прибыль компании составит $1,5 миллиарда, то доход кыргызской стороны в виде налогов всего лишь $300 миллионов. То есть пропорционально интересы кыргызской стороны в проекте защищены почти в 3 раза хуже, чем в проекте по Кумтору. Более того, даже плата в $100 миллионов вызывает вопросы, так как именно в период президента Атамбаева сперва был убран налог на прибыль для золотодобывающих компаний, 10% налог на прибыль, что для проекта Джируй составило бы более $150 миллионов за период реализации этого проекта. Поэтому инвестор с удовольствием заплатил $100 миллионов и сэкономил себе $53 миллиона. Я думаю, Генеральная прокуратура этим вопросом тоже заинтересуется. Сперва убирается налог на прибыль, потом только делается конкурс. По ситуации в Верхненарынском каскаду ГЕС и Русгидро. По словам тогдашнего премьера, все время повторяли, что финансового ущерба от аферы с Лигласом нет и не было. Но это неправда. Есть не только репутационные потери, но и финансовые потери. Сорван важный проект Верхненарынского каскада ГЕС, он до сих пор не запущен. Русгидро подало иск на почти $40 миллионов. И сейчас мы судимся в международном арбитраже и тратим миллионы на юристов. Пятое. Созданы реальные риски для финансовой безопасности Кыргызстана в свете недальновидных, неэффективных и коррупционных решений в сферах недропользования, горнодобывающей сферы и энергетики. В современном мире любая экономика является открытой в той или иной мере. И любые решения, в том числе режим Атамбаева, имеют последствия и вызывают процессы на международном уровне. В настоящее время по арбитражным делам на международном уровне общая сумма исков против Кыргызской Республики составляет более $700 миллионов США. К примеру, против нас поданы следующие иски. Вследствие отзыва лицензии у иностранной компании по месторождениям Кутиса и Калиса против Кыргызстана подали арбитражный иск на $200 миллионов. По иску Русгидро сумма иска составляет $40 миллионов. По сотовому оператору Мегаком сумма иска составляет более $300 миллионов. По бывшим пансионатам Узбекистана иск превышает $42 миллиона. По компаниям SkyMobile сумма иска составляет более $35 миллионов. Никогда против Кыргызской Республики не было такого количества арбитражных исков, и за каждым иском стоит неэффективное или коррупционное решение каких-то чиновников, принятое в период президентства Атамбаева Алмаза Шаршеновича. Если мы проиграем эти арбитражные дела, то как это отразится на нашей экономике, на финансовой системе и на социальной сфере? Кроме того, мы отказались из-за его лишней эмоции от $100 миллионов Казахстана и помощь нашего бюджета и $25 миллионов от Турции для реконструкции исторического музея. К сожалению, приходится констатировать, что указанные 5 системных проблем, тенденции года президентства Атамбаева создают долгосрочный негативный эффект для развития страны.
Повторяюсь, такие аспекты режима, как неформальный механизм управления государством, привели, первое, к накоплению внешнего долга, второе, к созданию системных барьеров к развитию экономики, третье, к дискредитации национальных проектов и инфраструктурных. 10 секунд. Был спровоцирован кризис сферы недропользования энергетики и, как следствие, созданы реальные риски для финансовой безопасности и суверенитета Кыргызстана. Таковы плачевные и печальные итоги президентства Атамбаева. Рахмат.